Специальная военная операция продолжается уже больше года. В зоне проведения побывало множество якутян. Они служат как добровольцы. Кто-то получил повестки и был мобилизован. Сегодня у нас в гостях один из бойцов, который вернулся на родину, Максим, позывным Зауч. Максим, здравствуй. Добрый день. Скажи, пожалуйста, как долго ты пребывал в зоне проведения и когда вернулся? И планируешь ли поехать еще раз? Я был в зоне проведения специальной военной операции 4 полных месяца. Заходил вместе с отрядом «Ботор», который работает в составе добровольческого штурмового батальона «Барс-2». На «Барс-2», насколько я помню, сейчас командует некто с позывным «Доцент». У тебя позывной «Зауч». Как так получилось? Расскажи, может, там какой-то у вас ректорат? Я на самом деле завуч, потому что это моя профессия, поэтому у меня такой позывной. Я командир взвода материального обеспечения, поэтому моей обязанности было организовать систему снабжения батальона, организовать систему подвоза боекомплекта материального и продуктового снабжения, чтобы каждый военнослужащий, солдат на нашем батальоне не знал нужды ни в чем в основном. Снабжение добровольческого формирования, я скажу, за свой башт идет со складов дивизии, к которой мы приписаны. Там что идет? Идет продуктовая, ГСМ, вещевки вообще нет. Но мы вещевку получали, когда заключали контракт там, по 2 комплекта формы, там, летняя и зимняя форма, берцы, и там еще тоже там, нателка. То есть все, по мелочи, в принципе, это должно хватать. Боевые действия же, они происходят достаточно интенсивно. Там. Одежда приходит очень быстро в негодность. Возникает нужда в той же одежде, вещевке, потому что надо поменять. Там, нету возможности помыться, постираться. То есть как мы моемся? В основном влажными салфетками. Нам очень сильно помогают волонтеры. Волонтеры из Нового Оскола, из Белгорода, воронежские, там, из Москвы, я помню, там хорошая группа нам помогала. То есть они помогают не только нам, многим подразделениям, но есть волонтеры, которые прям адресно нам помогают. И это очень сильно ощущается. Кроме волонтеров, еще хочу отметить особую роль нашей республики, когда мы как добровольцы были обеспечены всем необходимым со стороны республики. Нам по 3 комплекта одежды, зимняя, демисезонная, летняя, там обувь очень хорошая. Мы были в материальном плане очень хорошо подготовлены, и сейчас тоже помощь на этом не заканчивается. Мы очень были удивлены, что даже продуктовые наборы приходят, подарочные продуктовые наборы, колбаса из Якутии, там даже мясо приходило замороженное, хотя мы находимся достаточно далеко от центра, наш батальон стоит на передке, доставлять это все достаточно сложно. А нет, мы все равно ощущаем помощь республики. Приходят письма. Недавно был большой завоз техники, получили мотолыгу. Мотолыга – это МТЛБ, бронированный тягач, который нам везде может пролезть, он вездеход. И также колесную вездеходную технику, квадроциклы. Квадроциклы, они очень быстрые, маневренные и, соответственно, закрывают очень многие места. Там, где надо было ходить, там что-то притаскивать, там можно нагрузить квадроцикл и, соответственно, быстро доставить на какую-то точку боекомплект. Там можно даже раненого эвакуировать. То есть это все очень нам помогает в боевой работе. Батальон, он около 300 человек. И как 300 человек, как они позывные получают? Это вообще вопрос века. Есть такое, что позывные не должны повторяться. Есть несчастливые позывные, Например? От 200-х позывные. Но есть 200-е, которые плохо задвухсотились. Поэтому их лучше не брать. Есть очень хорошие позывные. Кто-то хороший человек оставляет за свой позывной позывной Колыма. Очень позитивный парень, с нами служил.
И сейчас тоже есть Колыма молодой, короче. Дальше! Нам! Либо по городам берут, либо какие-то характеризующие, добрый, там, кучерявый, такой абсолютно лысый парень, короче, на позывной кучерявый, короче. Лесник, там, как Иваныч, там, кто там еще, Добрец, там. Ну, там бывают еще такие достаточно угрожающие, там, Сумрак, там. Про стрелковый бой, что я могу сказать? Все-таки я больше снабженец. Был у меня эпизод стрелкового боя. Стрелковый бой, он такой, он психологически трудный, потому что ты человека этого видишь, с которым ты столкнулся, противника, и у тебя задача стоит его уничтожить. Вот такое вот. Ну, достаточно сложно. Я могу рассказать про минометку. Расскажи про минометку. Минометка очень интересное дело, потому что это же война артиллерии. И было время, несколько раз выходил с минометчиками там, на задание, помогал там, перетаскивать БК, отрабатывать. Там, БК это боекомплект. Боекомплект, да. Помогал парням насыпать. Короче. Сам тоже насыпал, короче, этим укропом. Очень, кстати, интересно, потому что надо, пока ты есть возможность, надо все эти военные специальности надо учить, потому что вдруг в любой момент понадобится человеку подменить, допустим. Я, когда в учебном лагере научился на крупнокалиберный пулемет, я его вообще в жизни никогда раньше не видел, но за несколько дней научили, короче, очень хорошо. Я потом вот миномет освоил. Тоже, не освоил, потому что я наводчиком не был, но хотя бы процесс, как это все делается. В принципе, просто помогал, и теперь можешь в случае критической ситуации... Да, могу, в принципе, выстрелить, если кто-то наведет. И собрать, там, убрать все это тоже смогу сделать. Ну, это можно сделать советом, наверное, как бы тем, кто пойдет. Да, там расчет же, он состоит из 5 человек. Стараться охватить как можно больше боевых профессий, чтобы в случае критической ситуации, чтобы каким-то образом помочь. Да, конечно, как бы каждый из бойцов является стрелком, но помимо должности стрелка есть же еще и другие должности. Вот надо максимально много охватить, потому что, может быть, будет мой второй заход. Там, кто его знает, какое подразделение. Может быть, стану минометчиком или пулеметчиком, может, санитаром, потому что на санитара тоже очень хорошо учили. Или штурмовиком. Трудно предугадать. Надо быть ко всему готовым. Скажу, что все ждут. Мы сейчас практически, по-моему, практически на всех фронтах мы хорошенько окопались, поднакопили силы, то мобилизованные, которые прибыли, они уже набрались опыта. И добровольцев стало больше, по линии добровольчества поступают новые подразделения, были сформированы. И, соответственно, мы ждем приказа. Но что хочу сказать-то, я был не на самых ранних этапах, я с ноября же там, поэтому в ноябре было людей меньше, нас было меньше. Плотность наших рядов достаточно низкая была, у нас не было той подготовленной длинной линии обороны там, с надолбами, там, с колючкой. Сейчас есть несколько таких укрепленных районов. Я как достаточно часто езжу, да, по ЛНР, по территории ЛНР. И есть укрепрайоны такие, крепкие укрепрайоны. Их не было. Их начали делать, наверное, может быть, с ноября начали делать там. И сейчас они уже сформированы. То есть это точка опоры, на которую можно опереться и удержать противника. Но для того, чтобы вести успешные наступательные действия, надо иметь преимущество над противником, потому что тот, кто наступает, он, соответственно, находится в более уязвимом положении. Сейчас за счет того, что фронт стабильный, у нас потери достаточно
такие умеренные, я бы сказал. Я не могу сказать за весь фронт, там, но могу сказать за те части, которые стоят на нашем участке. А участок у нас, ну, могу сказать за участок на 5 километров там, стороной. Потери у мобилизованных, у наших умеренные. Но опять же, наверное, символичный будет вопрос, тут стоя рядом с городом-героем. Раньше мы как бы были одной страной. Вообще, как местное население, как относится? Чем ближе к востоку, тем люди теплее относятся. Там, где те земли, которые были не оккупированы Украиной с 2014 года, там, когда видят военнослужащих, очень тепло встречают, там, дарят, ну, какие-то там, пытаются накормить, там, отвезти куда-то. Постоянно вот очень теплота чувствуется, то, что народ ценит помощь. Чем западнее идешь, тем уже мы ближе к линии боевого столкновения, там, тем опаснее там становится. Опять же, мирное население, оно уезжает большей частью, ну, в сторону России уезжает. И поэтому, что мирного населения мало. Оно запугано вот этими с теми изменениями, которые происходят. Это, опять же, прилеты бесконечные, там, Ну, понятно. перебои с работой. Там. То есть вся социальная цепочка-то нарушилась. А тут людям трудно. Но действуют гражданские администрации, там, платятся пенсии. Страна наша налаживает в этих районах жизнь. И я думаю, со временем, когда все это устаканится, либо мы дальше продвинемся, то чем дальше от линии боевого столкновения, тем уже жизнь будет быстрее налаживаться. Я слышал за Мариуполь, там, за Луганск. В Луганске я был неоднократно. Очень хороший город, процветающий, там университет хороший такой стоит, там студенты ходят. То есть это мирный город и притом развивающийся. Там люди не такие, как на линии боевого соприкосновения. Там уже все, и улыбки, и радость, и люди наряжаются, ходят. То есть это среднестатистический такой российский процветающий город. Было нетерпение уже быстрее доехать. Там меня встретили товарищи, там достаточно эмоционально было там. Ну, мне понравилось, прям пробирает. Я и когда я не очень достаточно закрытый эмоциональный человек. Но когда смотришь какие-то там ролики патриотические, там старые фильмы, там вот это, я недавно просматривал там фильм «Они сражались за Родину». Там, оказывается, так много моментов, которые прошибают слезу. Вот. А раньше-то я как-то этого не замечал. То есть человек становится более чувствителен таким моментам, настоящих ценностей. Я вот этого, наверное, все-таки не полностью осознавал до отъезда. А сейчас, когда приехал, вот я вот не могу вот так посмотреть, просто так мимо пройти, вот мимо памятника. Вот так стоишь, и когда осознаешь вот это, что вот, там же враг-то был еще более, это было чистое зло же. И вот они с этим, наши предки с этим злом сражались, деды, прадеды. Приходит осознание, как тяжело было, что вот, и они стояли, вот, ну, когда вот мир можно разделить, вот это черное, вот, а вот это вот белое. Там не было полутонов. До этого, до моего отъезда я мог, в принципе, я об этом задумывался, но не так глубоко, как сейчас.